Товарищи, добрый вечер. Добро пожаловать домой. Проходите, пожалуйста, в кубрик. Сейчас мы вас посмотрим, спросим жалобы. Добрый вечер. Добрый вечер. Ой, осколочный пах и сзади выше этого копчика. Надо посмотреть. У меня вот постоянно тяготит это место. Прошло полностью рубцовые изменения. А когда была травма? Перелом был? Да, перелом. Она неправильно срослась, после этого ее сделали, рука не работает, кисть не работает. Потом потихоньку начали восстанавливаться после падения. Прикрывали возле лимана, короче, мы отход своих ребят прикрывали, нас 5 было, короче, с которыми остались. Одного товарища у нас, ну, там, погиб, короче, и трое там затонули, но мы вели бой, короче, чтобы наши перешли, короче, реку. Но другого варианта у нас не было. Либо, короче, все перейти должны были, либо, короче, кому-то надо было остаться. Кому бы было остаться или остаться несколько? Мы решили этот бой взять на себя, который мы последний шли, последний этап. Бой на себя взяли, короче, и воевали, ну, до последнего патрона. Как боеприпасы кончились, по нам начала работать арта, короче, артиллерия. И начали нас окружать со всех сторон, короче. Там уже безвыходная ситуация была у нас. То есть вы прикрывали весь отход, да, в небольшом количестве, в небольшом составе? Сколько у вас было? Нас, короче, было 5 человек, было нас, короче, которые там оставались. Один у нас погиб, короче. 6 у нас было. Один у нас, который, ну, если не считать погибшего, один у нас погиб, короче. И как мы начали отстреливаться, на боеприпасы закончились, мы двое, короче, с товарищем отошли, короче, чтобы не попасть под артиллерию, короче. 3 нас товарищи были сильно ранены, короче, и потом, короче, утром на следующий день, короче, нас тоже зацепило, короче, ранило всех, короче, кроме одного человека. И вот так мы, короче, да. Жили, взяли, да? Да. Мы читали про, информацию про вот этот вот состав Росгвардии, последний взвод или по численности, да, что это было, да. который Ну, у нас там взвод поделился, там остался... ну, там в конце уже разделились мы после разъезда с города. Одни ушли налево, одни ушли направо. Моя группа была 33 человека, а дошли где-то вроде 27 или 26, не знаю точно. Наших 36 было. У нас после обстрела у нас только погибло, у нас сразу 4 нас, а двое мы раненых. Одного я вытащил, так что он сейчас в больнице находится в тяжелом состоянии. Потери крови давала о себе знать, короче, Ну, мы уже... ходили мы хорошо до предельного, а уже просто он уже не мог уйти. Он остался, а в конце уже, когда я уже после 8-го дня, я уже сознание потерялся и очухался уже у них. Это уже в Он плену? уже в плену, они уже сами себя уже очухали меня. От потери крови. Мы реально после боя, короче, вот последний бой, никто не мог уже вести с ними, ну, вести боевой контакт, потому что мы были ранены, обескровлены, короче, не могли, еле-еле двигались, короче. Так добровольно никто прям из наших не попал, короче. Руки никто не поднимал, до последнего держали автомат. Ну, никто из нас не сдавался. Держали оборону, короче. Вот До так последнего просто. стоялись, просто уже варианта не было, там уже он остался один, потому что он не мог его нести со сколочным. И также дальше ушел, в концовке оказался у них. Ну, мы были в разных тюрьмах, по-разному, в каждом месте по-разному. Были сложные моменты, некоторые места, некоторые по-разному относились. Травму где вы получили? Это уже... В бою, огнестрел, да. А вас лечили? Лечили. Ну, операция должно было быть, но операции сказали, сделайте в России. Процесс какой был? Нас забрали с тюрьмы, с Запорожья, одели мешки на голову, потом и все, приехали, сняли мешки и вышли. Так. Чувствую, что облегчение, что уже стою на своем родном земле. У меня эмоции переполняют, короче. Так что со мной боевые наши товарищи, которые нам помогали. То же самое хочу поблагодарить Министерство Минобороны, которые нам помогали. Поддержку дали серьезную, конкретную, на душе облегчение. И хотел бы сказать большое спасибо, чтобы вытащили наших ребят, короче, из плена.